В ближайшее время будет названа официальная дата открытия купального сезона. Решение принимают главы районов по согласованию с МЧС Абхазии. В преддверии курортного сезона вице-премьер, министр внутренних дел Роберт Кьют провел расширенное межведомственное совещание, посвященное обеспечению безопасности жителей и гостей Абхазии в летний период. Начальник госинспекции по маломерным судам МЧС Абхазии Тенгиз Сабуа напомнил о правилах охраны жизни людей на водных объектах, утвержденных постановлением Кабмина 2019 года. Обеспечение выполнения требований, предъявляемых к пляжам, к местам массового отдыха населения людей у воды в соответствии с настоящими правилами, возлагается на владельцев соответствующих объектов. То есть городские пляжи, соответственно, данные правила возлагаются на глав администраций городов и районов Республики Абхазия. Продажа спиртных напитков на пляжах и в местах массового отдыха людей у воды запрещается. Это может быть для кого-то новшество, но в этих правилах от 2019 года все прописано. Пляжи, которые находятся в аренде администрации городов, и физические либо юридические лица обязаны осуществлять постановку пляжей на учет Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Республики Абхазия. За 5 лет на водных объектах в Абхазии погибло 56 человек. Основная причина – неготовность пляжей к безопасному отдыху граждан. Из 20 зарегистрированных пляжей ежегодно только 8 полностью пригодны к приему гостей. С 2022 года действуют новые штрафы за нарушение требований к пляжам от 9 до 12 тысяч рублей. Основных требований 5. Это подводные работы по очистке дна, установка сигнальных мачт, разрешающих или запрещающих купание, ограничительных буев для людей и транспорта, а также наличие вышки со спасателями. На каждом пляже минимум 100 метров влево и вправо должен быть спасательный пост. То есть спасательная вышка с сертифицированными матросами-спасателями, хотя бы 3 человека на данную территорию. Второе. Обозначить границы заплыва в местах купания. То есть должны быть ограничительные буи. Ограничительные буи между собой ставятся 25 метров, от берега около 30 метров. То есть это зона купания людей. Маломерные суда, либо остальные корабли, катера, чтобы подходили к берегу, у них должна быть техническая зона. То есть дорожка, по которой они могут пройтись, не задевая людей, которые купаются в море. Хуже всего безопасность на воде в предыдущие годы была организована на пляжах Гагарского района, подчеркнул Тенгиз Сабуа. Пляжи Сухума, Гулрыбша и Ачамчиры выполнили все условия МЧС, кроме вышек со спасателями. Страна испытывает нехватку специалистов в этой сфере. Заместитель главы администрации Гагарского района Тимур Ампар отметил, что в этом году ожидается рост турпотока. Район активно готовится, и все недочеты будут устранены. Касаемо подготовки пляжей в прибрежной части, это Цендрив, Шкагра, я доведу до руководства все необходимые мероприятия, которые нужно будет провести. Соответственно, администрация всегда тесно сотрудничает и со всеми службами, и с органами обеспечения безопасности. То есть все недочеты будут исправляться своевременно, и я думаю, мы сумеем принять в этом году и достойно обеспечить отдых туристов, которые посетят наш район. В прошлом году Погрануправление ФСБ России в Абхазии зафиксировало 38 нарушений правил пограничного режима на море, из них 29 в период курортного сезона. Нарушители оштрафованы на общую сумму 111 тысяч рублей. Всего на учете у нас в подразделениях береговой охраны состоит 815 маломерных судов, из которых с повышенными скоростными характеристиками, то есть с мощностью двигателя от 100 лошадиных сил и выше, 285 судов. Владельцами маломерных судов в период курортного сезона допускаются нарушения пограничного законодательства, связанные с выходом в море без уведомления пограничных органов и выходом на удаление более 2 морских миль. В 2024 году мы отмечали также случаи передачи управления маломерными судами лицам, не имеющим действительных документов на право управления. Хочется сказать, что реализация мер административного принуждения, она вызывает негативную реакцию у окружающих. Поэтому с целью исключения этого предлагается основные усилия сосредоточить все-таки на профилактических мероприятиях. В первую очередь это в местах скопления маломерных судов и в точках проката размещать соответствующий информационный материал,
работать непосредственно с владельцами точек проката и маломерных судов, но и непосредственно ужесточать спрос именно с них. Глава столичной администрации Тимур Агарба рассказал, что все службы работают в усиленном режиме. Столица готовится к приему гостей. Кроме того, он просил министра внутренних дел оказать содействие в 2 вопросах. Как вам известно, в городе очень много транспортных средств, и летом ожидается еще больше. Значит, совместно с УВД, с ГАИ города Сухум мы вопросы прорабатывали. Ну, допустим, штрафовать людей там, где нет ни разметки, ни парковочных мест, не представляется возможным. Поэтому сейчас в течение месяца мы собираемся нанести разметку на всей центральной части города Сухум с парковочными местами, значит, с запретом в некоторых местах, где этого нельзя делать. И в этом плане рассчитываем на, значит, совместную работу, чтобы у нас в городе таких заторов не было. И, Роберт Витальевич, я думаю, что я уверен, вы с этой проблемой знакомы и этим занимаетесь, но есть очень большой запрос от горожан, которые сейчас даже письменно обращаются. Значит, это владельцы ресторанов там, и людей, где массовое скопление народа. Значит, люди, бизнесмены просят обратить внимание на то, что вот наше население с огнестрельным оружием в алкогольном опьянении, состоянии приходят в места общественного скопления, что в свою очередь не нравится ни отдыхающим, ни нашим местным населению, которые проводят время со своими семьями, с детьми и так далее. Это на самом деле большая проблема. Вот если будут законные решения со стороны администрации по парковочным зонам, а также местам, где запрещено парковаться, мы соответствующим образом можем тогда начать работу, в том числе и по эвакуации автотранспорта, который беспорядочно стоит по городу. Это первый вопрос. Касаемо второго вопроса. Буквально недавно в ходе подготовки плана мероприятий, так скажем, по летнему-курортному сезону, мной была поставлена задача не только по городу Сухум, а по всей Абхазии. Это вообще полный запрет на присутствие наших граждан с оружием в увеселительных либо общественных местах. Начальник погрануправления СГБ Абхазии Рустам Латипов рассказал, что за прошлый год границу пересекли 13 миллионов лиц и 2 миллиона 800 тысяч транспортных средств. В этом году погрануправление готовится к увеличению турпотока и совместно с российскими коллегами работает над повышением пропускной способности КПП ПСОУ. Министр Роберт Кьют напомнил о многочисленных жалобах на слишком навязчивый сервис водителей такси, которые работают на площадке после пересечения границы, и спросил у представителя Гагарского района, как будет организована их работа в этом году. Сейчас администрация Гагарского района совместно с городскими службами районными службами прорабатывается меры по упрощению и созданию более комфортных возможностей для прибывающих туристов, то есть упорядочить расположение самих маршрутных такси на территории определенной, отведенной для этого, то есть не создавая заторов среди тех, кто просто приезжает высадить пассажиров и уехать, то есть прорабатываются такие маршруты для того, чтобы это все скооперировать так, чтобы создать максимально комфортные условия для людей, которые там работают, соответственно, зарабатывают деньги, и для туристов, которые приезжают. Вот когда турист попадает на территорию Абхазии, первым он видит пограничника. Также он его встречает, после пограничника стоит непонятный образ. Вот как есть, так и говорю, вы просто посмотрите, кто там стоит, что они делают, как они к ним относятся. Вот этот образ, который формируется уже, наверное, дальше в сознании человека, что куда я приехал. Слушайте, я могу принять радикальные меры, понимаете? Я могу принять любые, скажу так, меры, чтобы их там не было. Но в то же время мы же понимаем, что эти люди тоже хотят зарабатывать. Они своих детей кормят, они семьи кормят. Но им нужно создать площадку, им надо создать условия, где они будут обитать. В этом курортном сезоне ожидается также увеличение нагрузки на железную дорогу. При этом на участке Псоу-Сухум есть 10 санкционированных автомобильных переездов, оборудованных знаками, и 18 незаконных, ликвидировать которые самостоятельно представители Абхазской железной дороги не могут. В сегодняшний день мы не только там увеличили количество поездов, но мы еще возим опасные грузы, дизтопливо, керосин, это авиационный керосин,
значит, бензин, который очень взрывоопасный, и, не дай бог, при столкновении могут привести к большой беде. Это, значит, мы должны учитывать, и поэтому сегодня, пользуясь случаем, хочу попросить всех глав администрации здесь присутствовать, потому что все эти проблемы находятся в каждом районе. Хочу попросить вас, пользуясь случаем, чтобы совместно этот вопрос, какие-то меры принять для разрешения этого вопроса, потому что мы своими силами, к сожалению, не справляемся. Купальный сезон в этом году начнется, вероятно, как и в прошлом. 5 июня в Гагарском, Гудаутском и Сухумском районах, 10 июня в Гулрыбском и Ачамчирском районах. От нашей работы будут зависеть здоровье и жизнь граждан и гостей Абхазии, подчеркнул вице-премьер Роберт Киут, призывая все ведомства к слаженной и эффективной работе в летний сезон. Надежда Боровикова, Торник Амичба, Абаза ТВ.